Гунны. Они были рождены на бескрайних просторах степей. Прекрасные наездники и лучники. Они нападали так же быстро, как летит стрела. Народ, который оставил яркий след мировой истории. Гунский племенной союз на протяжении почти 1,5 веков расположил свои кочевья в основном на территории, отвоеванной у Римской империи провинции Паннония. Это вся сегодняшняя Венгрия, часть сегодняшней Румынии, часть сегодняшней Австрии и часть сегодняшней Словакии. До этого гунны проживали и кочевали на территориях Причерноморья, в низинах Дуная и на территориях балканских государств Остготов и Вестготов. В IV веке остготы покорились гуннам и на правах вассального народа вступили в Гунский племенной союз. Вестготы же не признали над собой власть гуннов и частью бежали за Дунай на территории Римской империи, а частью бежали в Северные Карпаты, где стали принуждать славянских антов, венедов и росомонов, чтобы те собрали войско и выступили бы в союзе с ними против гуннов. Славянские племена отказались от такого предложения и за это понесли жестокое наказание. Вестготы, руководимые их военным предводителем Фритегерном, умертвили 70 их знатных старейшин во главе с княжем Божиим, повесив их на деревьях. Данные славянские племена послали за помощью гунскому хану Баламберу, который направил 3 тумена войска, и они вместе с этими славянскими племенами разгромили вестготов и прогнали их к берегам Балтийского моря. И с этих пор славяне добровольно присоединились к гуннам и вошли в состав их государства, гунского каганата, в котором они пребывали вплоть до его распада в VI веке. Таким образом, 3 группы племен входили в состав гунского каганата с IV по VI век. Собственно, гунские племена, говорившие в основном на древнетюркском протоязыке, остготские племена, говорившие на древнегерманском готском языке, и славянские племена, говорившие в основном на древнеславянском протоязыке. И, конечно же, их языки не могли избежать взаимодействия и взаимовлияния друг на друга, но все же доминирующие позиции сохранил древнетюркский протоязык как язык господствующих гунских племен. Историография однозначно называет 12 имен гунских ханов в Европе, правивших с 360 года по 494 год нашей эры. Баламбер, Ульдин, Харатон, Ругила, Октор, Мундус, Донат, Беледа, Аттила, Денгизих, Эрнак, Эллак. Также исторические записи и сведения тех лет обозначают дружественных гуннам германские племена, которые входили в состав гунского каганата. Это остготы, герулы, гипиды, ругии, тюринги, турцелинги, скиры, швабы, альманы, лангобарды, грейтуги, готоны.